Я хочу на данном видео рассказать о том, как можно купить хостинг. Хостинг для небольшого проекта. Ежемесячная оплата этого хостинга, стартовый пакет, это почти $6. И нажмем на кнопку, оранжевую кнопку. Открывается такая страница, вот персональный хостинг, это вот этот вариант. Ежемесячная оплата такая, а годовая оплата там, если вы будете платить за год, 5,56. Это при годовой оплате. Если ежемесячно будете оплачивать этот хостинг, то он 7 с небольшим долларов. Жмем на оранжевую кнопку. Прописываем имя. Видите, вот здесь первый шаг, это нужно будет прописать имя и ваш email. Мы вписали имя и электронный адрес. Жмем дальше на кнопку Continue. Нас перекидывает на такую страницу. Это у нас теперь шаг второй. На шаге втором мы должны создать аккаунт для своего хостинга. Имя предложено, вот ваше имя остается. Можете тут и поменять, если захотите. Прописываем здесь пароль. И этот пароль надо будет потом обязательно повторить. И затем выбрать язык русский. Ну, если вы хотите получать информацию на русском языке. Далее отмечаем чекбокс и жмем на кнопку Click here to create account. То есть мы создаем аккаунт. Так, нам говорит, что такое имя уже есть. И поэтому должны будем подобрать другое имя для аккаунта. Итак, вот мы прописали имя, которое теперь эта система принимает. Прописали пароли. Выбрали язык русский, конечно, если вы хотите общаться на русском языке. Ну и жмем кнопку «Создать аккаунт». Открывается следующая страница. Это пояснение по этой информации. Вот видите основные условия хостинга. Но здесь надо будет, если вы покупаете за $5,56, то надо будет купить пакет за год сразу. И общая оплата у вас выйдет где-то $67. Ну, округлим. Есть момент возврата денег. Если вас сервис не удовлетворит, вы в течение месяца можете свои деньги вернуть обратно. Эта система Money Back называется. Ну и тут надо будет заполнить всю контактную информацию. Хочу обратить внимание, что пропишите телефон тот правильный. Почему? Потому что на этот телефон будет приходить смс при подтверждении платежной информации. Но если я сейчас быстренько заполню. Предположим, мы заполнили информацию. Надо тут обязательно сказать, что все таблицы должны быть заполнены корректно. Почему? Потому что, особенно телефон, с помощью этого телефона вам будет приходить смс-ка при оплате, и вы должны будете подтвердить платежный код. Вот эта информация по номеру кредитной карты, ну, понятно, что надо будет указать все реальные данные, которые вы пользуетесь. И жмем следующую кнопку «Сделать заказ». Ну, естественно, система меня вернула к тому, что данная кредитная карта здесь неправильная. Ну, понятно. При правильном заполнении у вас должны потом прийти код подтверждения на ваш электронный, на ваш сотовый телефон. И после покупки хостинга на ваш электронный адрес должно прийти сообщение о том, что вы купили хостинг. И тут должна быть ссылка. Ссылка на вход вашего аккаунта. Вы нажимаете на эту ссылку и тут заполняете свои данные, логин и пароль. Хостинг изнутри выглядит следующим образом. Вот этот хостинг, Personal Web Hosting, программа такая. Аккаунт изнутри выглядит таким образом.
И у вас тут будет, если прокрутить вниз, платежная информация. Платежная информация, данные будут следующие. У вас будет дата покупки, метод оплаты, ну и сумма оплаты. И эти данные вы можете распечатать. Далее, как пользоваться этим хостингом, будет в следующем видеоуроке. На сегодня спасибо. С вами был Сибдей Том.